Тема урока «Природа зимой». Прочитайте и сравните два примера. Скажите, чем они отличаются, в каком из них предложения связаны по смыслу. Белка – небольшой лесной зверек с пушистым хвостом. Осень – мое любимое время года. Мне нравятся фильмы о животных. В нашей школе есть большая спортивная площадка, где ребята играют в баскетбол. И второй столбик. Белка – небольшой лесной зверек с пушистым хвостом. К зиме она делает запасы из семян, шишек и разных плодов. Запасы она складывает в дупло. Во время сильных морозов белка укрывается своим пушистым хвостом и спит. Вы, конечно, заметили, что в первом столбике даны предложения на разную тематику, а во втором столбике предложения связаны друг с другом по смыслу. Здесь рассказывается о белке, как она делает запасы и как себя ведет. Второй столбик – это текст. Итак, что такое текст? Текст – это группа предложений, которые связаны между собой по смыслу. Сказка, рассказ, стихотворение – это все тексты. В каждом тексте есть тема, то основное, о чем рассказывают все предложения вместе. Заголовок часто называют тему рассказа, стихотворения. В любом тексте есть то главное, что хотел сказать, объяснить автор. Это главная, основная мысль текста. Тема и основная мысль связаны между собой. А заглавить текст – это значит кратко назвать тему или основную мысль в заголовке. Также ключевые слова – это опорные слова, то есть те слова, которые содержат основной смысл текста или высказывания. Упражнение 25. Прочитайте, ответьте, почему надо вдумываться в каждую строчку, в каждую фразу. В каждом параграфе, в каждом рассказе, в сказке и песне, даже во фразе. Ты только вдумайся, только всмотрись. Кроется самая главная мысль. Почему надо вдумываться в каждую строчку и каждую фразу? Только что мы говорили, да? Любое художественное произведение заключает в себе основную мысль. То главное, что хотел сказать автор произведения, то есть чему нас он учит. Вот это основная мысль, и она содержится в любом произведении. Упражнение 26. Прочитайте текст и определите его основную мысль. Найдите предложение, которое не соответствует заголовку и основной мысли этого текста. Прочитайте текст без этого предложения. Бедняжка. Сидит зайка, ветки обдирает, горькую кору гложет. Тяжело зимой кормиться, жалко малыша. Дожить бы бедненькому до лета, ведь летом много всякой еды. Большой вред приносят зайцы лесу, обдирая кору молодых деревьев. Предложение, которое не соответствует заголовку текста, это «Большой вред приносят лесу зайцы, обдирая кору молодых деревьев», потому что текст называется «Бедняжка». Читаем текст без этого предложения. Сидит зайка, ветки обдирает, горькую кору гложет. Тяжело зимой кормиться, жалко малыша. Дожить бы бедненькому до лета, ведь летом много всякой еды. Основная мысль текста заключается в том, что зайцам зимой приходится очень тяжело. Упражнение 27. Прочитайте стихотворение Трутневой. Определите его тему и основную мысль. Как бы вы озаглавили его? Найдите и выпишите ключевые слова, которые важны для раскрытия основной мысли. Что такое за окном? Сразу в доме посветлело. Это снег лежит ковром, самый первый, самый белый. Вот о чем всю ночь свистел за моим окошком ветер. Он про снег сказать хотел и про то, что зиму встретил.
Тема стихотворения – это начало зимы. Основная мысль – автор радуется первому снегу и приходу зимы. Можно озаглавить «Первый снег». Упражнение 28. Прочитайте тексты, найдите в каждом из них ключевые слова. Какие тексты объединяет общая тема? У какого текста другая тема? День пасмурный, а мороз не боится и днем держится, и к вечеру еще нарастает. И вот это-то и есть самый верный признак зимы. Мороз и тучи создают благоприятные условия для нового снегопада. Пришвин. Климат и погода не одно и то же. Погода может ежедневно меняться. Сегодня тепло и сухо, а завтра прохладно и дождливо. В то время как погода меняется изо дня в день, климат одного региона остается постоянным. Из энциклопедии. Зима. Лесная полянка покрыта белым пушистым снегом. Теперь на ней тихо и пусто, не то что летом. Кажется, зимой на полянке никто и не живет. Как вы уже догадались, первый текст и третий текст объединяют общая тема «Зима». Ключевые слова первого текста – мороз, тучи, снегопад, пасмурный. Ключевые слова третьего текста – белый, пушистый, снег, тихо. Толстый вопрос ко второму тексту. Почему климат и погода не одно и то же? Упражнение 31. Подберите к слову «снег» подходящие по смыслу прилагательные. Снег какой? Белый, пушистый, нежный, мягкий, хрупкий, нежный, зимний, первый, настоящий. Заполните лепестки ромашки. Страница 19. Что такое план? План – краткое изложение содержания текста. Он помогает вспомнить то основное, о чем говорится в тексте. Каждый пункт плана можно записать в виде повествовательных или вопросительных предложений. Упражнение 32. Прочитайте, расположите части так, чтобы получился текст. В этом вам поможет план. Озаглавьте и запишите полученный текст. Первое. А птицы собрались, покричали и полетели за синее море в теплые страны. Остался воробей, да и тот под край крыши забился. Второе. Прежде всего стала она до птиц добираться. Надоели они ей своим криком и писком. Подула зима холодом, сорвала листья с лесов и разбросала их по дорогам. Третий. Разозлилась старуха зима, вздумала она всех заморозить. Используя план, нужно правильно расположить эти части текста. Первое. Что вздумала старуха зима? Разозлилась старуха зима, вздумала она всех заморозить. Почему она стала до птиц добираться? Прежде всего, стала она до птиц добираться. Надоели они ей своим криком и писком. Подула зима холодом, сорвала листья с лесов и разбросала их по дорогам. Что сделали птицы? А птицы собрались, покричали и полетели за синее море в теплые страны. Остался воробей, да и тот по край крыши забился. Укажите верные и неверные ответы. Текст – группа предложений, связанных между собой по смыслу. Верно. Тема – то основное, о чем рассказывает текст. Верно. Заголовок – это план. Неверно. Ключевые слова – это слова, содержащие основной смысл текста. Верно. План – это основная мысль текста. Неверно. Синквейн к слову «зима». Первая строка – существительное «зима». Вторая строка – прилагательные «холодная», «морозная». Третья строка – глаголы «морозит», «засыпает», «сковывает». Четвертая фраза – «зима в этом году была снежная». Пятая строка – время года.
У меня на канале есть 2 видеоролика на тему синквейн. Как составлять и примеры синквейнов. На этом урок окончен. До свидания.